На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Камшек-Шара. Здравствуйте! Сегодня, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей. Всех детей и родителей Абхазии с этим днем поздравил президент Аслан Бжаня. Дети – наше богатство и надежда на светлое будущее. Международный день защиты детей отмечается ежегодно более чем в 50 странах мира. Этот праздник был учрежден с целью напомнить мировому сообществу о необходимости защитить детей от войн, уважать и соблюдать их права. В любом государстве забота о подрастающем поколении – жизненно важная стратегическая задача. От ее успешного решения зависит благополучие нации, ее нравственная основа. Мы будем создавать новые условия для получения качественного и доступного образования, сохранения здоровья и безопасности жизни детей. Занятия спортом и творческой самореализацией отмечается, в частности, в поздравлении главы государства. Аслан Бжаня выразил искренние слова благодарности матерям, бабушкам, педагогам, медицинским и социальным работникам, всем, кто посвятил себя работе с детьми. Благотворительный фонд Ашана при поддержке детского фонда ООН ЮНИСЕФ Международный день защиты детей поздравил подопечных фонда. Более 40 детишек из разных районов республики получили в подарок развивающие наборы. Подробности в репортаже Сарии Кварцхели. День защиты детей – один из самых старых международных праздников, который отмечается во многих странах мира. Это в первую очередь серьезный повод обратить внимание на проблемы современного детства, а также возможность подарить детям еще один волшебный праздник. Набор для творчества. Ты любишь творчество? Да. Да? Мечтала. Ты мечтала? Да. Благотворительный фонд Ашана продолжает исполнять мечты. Глядя на эту жизнерадостную 4-летнюю Софию, сразу и не скажешь, что у нее есть недуг. У маленькой девочки правосторонний гемипарез. Плохо работает правая рука и нога. Но несмотря на свой диагноз, София старается ни в чем не отставать от сверстников. Она прыгает, бегает, а хромота на правую ногу и плохо работающая рука ей не помеха. Вам от меня. Правда? Что это? Спасибо большое. Что это? Печенье. Печеньки? А кто это сделал? Кто сделал? Я с мамой. Получить подарок посчастливилось и 6-летнему Сурену Магакян, родители которого обратились в фонд более 2 лет назад. У мальчика были серьезные проблемы с пищеварением. Сегодня Сурен чувствует себя хорошо и готов получать подарки. Он с нетерпением ждал сотрудников фонда во дворе дома, а те, в свою очередь, преподнесли ему набор для рисования, книжки и пластилин, которые маленькому Сурену пришлись по душе. Приятно, что стараетесь всем детям помогать. Очень приятно. Я очень всем благодарен, что так всем детям помогаете. Спасибо вам огромное. Стеснительный Сурен не стал общаться с журналистами. Решительнее него оказалась еще одна подопечная фонда, 5-летняя Диана Такайокова. Несмотря на проблемы с задержкой речи, маленькая Диана очень общительная и активная. Она тепло встретила и долгое время не отпускала уже родных сотрудников Ашаны. Малышка похвасталась подарками перед друзьями и рассказала несколько стихотворений. Айва начинается на А и кончается на А. Астра азбука Айва. Как замечательно. Ой, воскликнул окунек, я попался на крючок. Сон сидит, повачал и за шалости попал. Более 40 подопечных фонда Ашана получили в подарок от детского фонда ООН ЮНИСЕФ развивающие наборы, куда вошли конструкторы, наборы для рисования, карандаши, раскраски, детские энциклопедии и книги. Помимо этого, культурно-благотворительный фонд Ашана решил преподнести семьям подопечных гуманитарную помощь по 2 набора с продовольственными товарами на каждую семью. Так как у фонда только одна машина, мы дали объявление, что необходимы волонтеры на машинах. Сразу же откликнулись, и по всем районам нашлись волонтеры с собственными авто. Сотрудники фонда будут ездить сегодня вместе с ними и посещать семьи подопечных фонда Ашана. Ежегодно в этот праздник фонд организовывал акцию «Добрый картофель», вырученные средства от которой шли на лечение больных детей. Однако в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией в стране было решено не проводить массовых акций и поздравить маленьких подопечных лично. Спасибо большое, мне очень понравилось. Спасибо, я всех люблю. Спасибо большое, подарки. Сария Кварцхели, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.
Министром обороны Абхазии назначен Владимир Ануа. Соответствующий указ подписал сегодня президент Аслан Бжаня. Ануа Владимир Иванович родился 2 января 1957 года в селе Тамыш Очимчирского района. Окончил заочно институт субтропического хозяйства, агроном. Одновременно с учебой работал в Тамышском совхозе-заводе. С 1987 по 1992 годы глава администрации села Тамыш. В период грузино-абхазской войны был бойцом, начальником штаба 1-го полка, командиром 1-го полка. С 1995 года по настоящее время заместитель министра обороны Абхазии, командующий Восточной группы войск, награжден орденом Леона. Указом Аслана Бжаня заместителем председателя службы государственной безопасности назначен Борис Лагвитава, выпускник Абхазского государственного университета, участник Отечественной войны народа Абхазии. С 1996 года работал на различных должностях в СГБ, проходил курсы повышения квалификации по линии ФСБ Российской Федерации. Аслан Бжаня также подписал указ о назначении заместителем руководителя администрации президента Зураба Каджая. Каджая Зураб Фиронович родился 5 февраля 1961 года в селе Арасыдзых Очимчирского района. Выпускник экономического факультета АГУ. С 1983 по 1992 годы. Работа на разных должностях в Абхазском республиканском управлении Госбанка. Участник Отечественной войны народа Абхазии. Награжден медалью «За отвагу». С 1994 по 2005 годы. Работа на разных должностях в Национальном банке Абхазии. С 2005 по 2008 годы заместитель руководителя администрации президента Абхазии. В 2010 году прошел краткосрочное обучение в Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации. С 2010 по 2011 годы первый заместитель руководителя администрации президента. С октября по апрель 2014 года помощник президента Республики Абхазия. Сегодня президент Абхазии представил коллективу администрации Очимчирского района нового руководителя. Исполняющим обязанности главы районной администрации назначен Станислав Амичба. Станислава Амичба в Очимчирском районе знают хорошо. Новый исполняющий обязанности главы администрации уроженец села Чгярда. Большую часть своей жизни он проработал в родном районе. Представляя коллективу администрации нового руководителя, Аслан Бжаня отметил, что надеется на их плодотворную работу. Очимчир района хадерастус, аус зваза джибаз базиги, тауп харас харстахуб, аяш из халшарак думист илкауп. А проблема по шиказ, шимч, зукхаза проблема по хинафик зазара, фихахад гилаз тауб хашахот, егера хабха абстазара, псек алот хахкугует, а пиш змо, а район хад гилаз стахузиги, шайд гилана, элых ацамка, айфлер гуана гара, и ширтаху, шак нуотха гра, гана сыкоп. Станислав Амичба поблагодарил президента за оказанное доверие и отметил, что в полной мере понимает возложенную на него ответственность. أحصلاره حرام حجر مالسي حمو حجر روب وشمشير اليون يخنجاز داري وديو باش شاس حط أرازك يزدر وشو برام تنشو عشا عيشو عب جريات كلا زوير بستاف زي خاطوي تشوس أجين وياشتخ يشعرس خاشع بعرة восточная группа войск Казахстана там Владимир Абрахат Топ أبي جوك يجاش بسا بس حيبري وحيسن أخا وجب زنزقي بابسوب ححر يش زبخ يخر استخوب يخر.
Станислав Амичба – выпускник экономического факультета АГУ, участник Отечественной войны народа Абхазии, заместитель командира 1-го полка Восточного фронта, награжден орденом Леона. В 2004 и в 2009 годах избирался депутатом собрания Чемчирского района. С 2007 по 2015 годы глава администрации поселка Дранда Гурживского района. Гугут Савардания, Алексея Гухава, Анатолий Малани, Абхазское телевидение. Депутаты Тхорчалского районного собрания рассмотрели письмо президента Аслана Бжани о согласовании кандидатуры Исидора Дочия на должность главы администрации района. В результате открытого голосования кандидатура Исидора Дочия была утверждена. На заседании районного собрания заместитель руководителя администрации президента Джансух Нанба выступил со словами поддержки в адрес Исидора Дочия, подчеркнув его безграничную любовь к своему городу и району. Затем состоялось открытое голосование, в результате которого 12 присутствующих депутатов единогласно проголосовали за утверждение данной кандидатуры. Исидор Дочия, в свою очередь, поблагодарил депутатов за оказанное доверие. Спасибо вам, хочу сказать огромное, по одной простой причине, что мы должны вместе здесь жить, вместе заниматься своими проблемами. Я уверен, что хотя ваша депутатская заканчивается через 2 месяца, некоторые останутся, некоторые пойдут в другую работу. И мы совместно полезную работу будем вести для города. Мы так просто жить не можем, мы что-то хотим что-то изменить для города. И спасибо еще раз огромное за то, что проголосовали за меня. Джансух Нанба поздравил Исидора Дочия с утверждением на должность руководителя районной администрации и пожелал успехов в работе. Я, не разделяя органы местного самоуправления и местные органы государственного управления, хочу вам пожелать совместной плодотворной работы на развитие, социально-экономическое развитие вашего района. Вы знаете, что сейчас в стране, да и в мире в целом, складывается крайне тяжелая ситуация. Это связано и с возникшими угрозами различного характера, связанные с распространением вируса, вытекающие отсюда последствия, связанные с экономическим и финансовым кризисом. Так что работы будет много, и хочется вам пожелать, чтобы ваша плодотворная совместная работа обязательно принесла свои результаты во благо жителей Тхорчальского района. Уроженец города Тхорчал Исидор Дочия был назначен исполняющим обязанности главы районной администрации указом президента Аслана Бжани 12 мая. Алика Трапшина, Алгухава, Абхазское телевидение. Указом президента Аслана Бжани, председателем Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору, назначен Галус Трапизанян. Нового главу комитета коллективу сегодня представил первый вице-премьер Беслан Джопуа. Беслан Джопуа выразил слова благодарности ранее возглавлявшему комитет Гарри Саманба, отметив слаженную работу коллектива, а также отметил заслуги Галуса Трапизаняна перед Отечеством. Галус Трапизанян – герой Абхазии, депутат парламента 2-го созыва, председатель армянской общины Абхазии. Работа большая была проведена, мы в курсе, мы знаем. Я хотел бы пожелать удачи Галусту Парнаковичу на этой работе и ту планку, которую вы подняли на последние годы, чтобы она была выполнялась. И зная значимость вашей службы в качестве проведения работ, мы знаем, что все объекты, которые сегодня могут вводиться в Абхазии, они проводятся через вас. И качество этих объектов, качество также и продуктов, качество всего, что сегодня здесь происходит, и по стандарту, и по сертификации, это все проходит через вас. Я благодарен руководству Республики Абхазия за доверие, коллектив большой. И я надеюсь, что есть достойные специалисты, которые мы можем полностью то, что возлагают на нас, мы эти все требования выполним. Я хотел бы поблагодарить Гарри Харитоновича. Мы еще боевые друзья. Мы вместе прошли войну, были оба командирами. Я хочу вас всех поблагодарить за ту работу, которая проделана. Естественно, руководство возлагает на нас большие надежды. Я думаю, мы это все оправдаем.
Сегодня вице-премьер, министр экономики Кристина Узган обсудила с руководством управления капитального строительства и подрядчиками, выполняющими работы в рамках российской инвестпрограммы на 2017-2019 годы, сроки выполнения работ по незавершенным объектам. Как отметила вице-премьер, отработаны новые графики. Кристина Узган выразила уверенность в том, что подрядчики заинтересованы, чтобы работа проводилась достаточно оперативно и в максимально сжатые сроки. Генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария рассказал о том, что предприятие завершает все запланированные работы в рамках инвестпрограммы. Реконструкция подстанции Сухум-1 и Гудаута началась в конце прошлого года. По словам Басария, в прошлом году было освоено около 20 миллионов рублей по подстанции Сухум-1. Работы проведены, модуль и часть силового оборудования уже установлены. В связи с пандемией коронавируса усложнился процесс заказа и доставки определенного оборудования. При адекватных сроках доставки оборудования все работы будут завершены в пределах оговоренных сроков. Министр экономики, в свою очередь, отметила, что к Черноморэнерго претензий по срокам нет. По итогам совещания все подрядчики подписали соответствующие протоколы о сроках завершения работ. Кроме того, было отмечено, что строительство объектов будет находиться под постоянным контролем Министерства экономики, а УКСу поручено еженедельно информировать о ходе работ. В случае срывов утвержденных графиков Министерство экономики будет обращаться в соответствующие органы о принятии мер воздействия. Ткорчалский район – один из наиболее высокогорных в республике. Как и в других районах, здесь существуют сложности с электричеством. Старые линии были проведены еще в 30-х годах прошлого столетия. Коммуникации периодически выходили из строя. По причине того, что местность здесь труднодоступная, специалисты не всегда могли вовремя добраться до места аварии или подогнать необходимую технику для проведения ремонтных работ. Порой некоторые села оставались без света по несколько дней, а то и недель. Чтобы основательно подойти к решению проблем с подачей электричества в Ткорчальском районе, восстановление местной энергосистемы включили в проект Российской инвестиционной программы 2017 года. Репортаж Амелии Бисмарк. В настоящее время специалисты Ткорчалского филиала РУП «Черноморэнерго» за счет средств Российской инвестиционной программы восстанавливают местную энергосистему. Сейчас в районе одновременно проводится более 10 ремонтных мероприятий. Во многих селах уже проведены новые линии, и свет в дома стал поступать бесперебойно. Село Ткорчал охватывает въезд в город и по правую сторону все мелкие поселки, села. Проведена высоковольтная линия протяженностью 2,5 километра. Установлено две трансформаторные подстанции с трансформаторами, а также заменена низковольтная линия протяженностью 1,5 километра. Эта линия заменена с доводкой до абонентов. Рядом с селом Ткорчал еще в Агубеде заменено 42 высоковольтные опоры с траверсами и изоляторами. Установлена трансформаторная подстанция и проведена низковольтная линия протяженностью 900 метров с установкой 16 опор и заменой старых, подходящих к абонентам проводов. Работы по замене линий проведены и в высокогорном селе Речки. Достаточно сложная обстановка с подачей электричества была и в поселке Акармара, который находится в городской черте. Старые линии по направлению в эту зону были проложены еще в 30-х годах прошлого века. Тогда коммуникации провели через труднодоступные участки, которые своевременно очищали. Со временем эти места поросли густым лесом, и в случае аварии добраться до опорных столбов было практически невозможно. Акармара и близлежащие поселки находились во тьме целыми днями, а то и неделями, в то время как электрики пробирались через холмы, овраги и реки к месту поломки. Чтобы устранить подобные сложности, было принято решение перенести высоковольтную линию и выставить опорные столбы вдоль основной дороги. На данном участке идет реконструкция линии 6 киловольт. Эта линия раньше проходила вон там в горах. Ее очень трудно было обслуживать. В непогоду практически за раз невозможно было подойти. За это руководство приняло такое решение, чтобы перенести эту линию на данное место и
со всеми сопутствующими работами, расчисткой трассы, установкой новых опор, подвеской новых проводов провести данную линию. А Кармарская зона известна своим опустелым и разрушенным видом. Здесь на достаточно большой территории проживает около 40 семей. Люди живут отдаленно друг от друга. Зимой выпадает снег и становится очень холодно. Если согреться еще как-то можно при помощи дровяной печи, то без освещения здесь в буквальном смысле все вымирает. Здесь один поселок Хаджалский, второй Поляна, третий Кармара, Соиквара. Хыблара, вот это все поселки были, шахтерские поселки. Там 2 живут, там 5 человек, там 10 семей. Без света мы по 3 дня сидели, каждый день работали. Не могли делать руками. Что сделаешь? Машина не подходит, трактор не подходит, и машина тоже не было тогда. И мы мучились столько лет, да потом, слава богу, вот эти электрики сказали, здесь их начальник Кутелья. Сказали, отсюда по дороге протянем, линия хотели сюда переключить, сделаем, говорят, а сейчас утром приходят до вечера, постоянно они работают, вечером домой идут. И вот так они напряженно работают. Сейчас скоро, наверное, закончат, сегодня-завтра уже переключение будет. В селе Джантуха, которое также расположено в этой зоне, проживает 7 семей с детьми. Здесь также провели новые линии и скоро установят трансформатор. Данные районы оставались неделями без электроэнергии. Было принято решение провести новые линии 10 киловольт, вынести их на дорогу для, естественно, более правильного и хорошего обслуживания. Установлено в селе новая АТП, на которую в дальнейшем будут переведены все жилые дома. Вот старые подстанции, они разрушенные, будут аннулированы и восстановлено полностью энергоснабжение. Тем самым будет стабильность и в подаче напряжения, и в зимний период, когда не представляется обслуживание, люди останутся тоже с напряжением. Всего на восстановление энергосистемы в Ткварчалском районе по линии российской инвестиционной программы было выделено порядка 20 миллионов рублей. В конце июня работы будут завершены и всех абонентов подключат к новым сетям. Амелия Бисмарк, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Сегодня министр экономики Кристина Озган встретилась с главами ведущих министерств республики и обсудила тему формирования финансовой отчетности и статистики. Подробности в следующем репортаже. Статистика играет важную роль в механизме управления экономикой. Наличие полной информации обо всех происходящих социально-экономических процессах дает возможность эффективно управлять государством. Главная цель встречи министра экономики Кристины Озган с руководителями ведущих министерств – формирование актуальной статистики по экономике республики. Я хотела бы с участием ведущих министерств, которые, в принципе, необходимо, чтобы участвовали в этом процессе, обсудить предложения Госкомстата и выработать какие-то конкретные меры на краткосрочную перспективу и на более длительный срок. Наверняка нам придется как-то разбить на 2 этапа, потому что есть вопросы, которые, в принципе, можно будет достаточно оперативно решать и внедрять, а есть вопросы, которые необходимо сформулировать в какой-то конкретной программе действий, утвердить ее решением правительства с определением сроков реализации. И ответственных, наверное, нужно будет определять и финансовую базу под эту программу, и, соответственно, в рамках решения правительства пытаться ее дальше уже реализовывать. По словам председателя Госкомитета по статистике Камы Гоги, у ведомства есть трудности с предоставлением отчетности от индивидуальных предпринимателей. В этом отношении статистика не добирает цифр. Дело в том, что у нас, кроме того, что имеются гостиницы, предприятия, организации в сфере курорта и туризма, это те же туроператорская деятельность и прочее, у нас редко кто оформлен ООО, они практически все ИП. Там имеются большие обороты, люди тоже работают, подвязаны к этой деятельности, имеется определенная оплата услуг, это тоже в ВВП выпадает, понимаете, как вся эта деятельность, она это не маленькая деятельность. Да, фактически вся Абхазия наполовину, особенно
восточно-западная часть, она ждет курортный сезон через дом. Все имеют личное хозяйство, имеют гостиницы, имеют гостевые дома, так называемые, где вот статус по сей день в Мине вообще не определен. Это вот как частный сектор получается. В своем выступлении министр сельского хозяйства Амиран Какали отметил необходимость проведения сельскохозяйственной переписи в республике. Нам надо подключить, наверняка, я так думаю, мы и агрономический университет, научный потенциал и так далее. Все это нам надо провести. Почему? Потому что мы по предварительным данным конкретной цифры нету, мы даже не знаем, какое количество орехов фундука на территории Республики Абхазия, какое количество цитрусовых насаждений. Сейчас новые сорта пошли, люди что-то делают по садоводству, развитию, значит, разной информации. И эту информацию надо провести, я думаю, аналитику и дать нормальную, правдивую информацию. Министр по налогам и сборам Даур Курмазе подчеркнул, что с отчетностью юридических лиц проблем нет, при том, что сектор физических лиц выпадает. Я считаю, что все правильно ставятся вопросы. Единственное, здесь надо, мне кажется, вот подойти правильно к фундаментальным вопросам. Первый вопрос еще на стадии государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и, соответственно, дальше постановка на налоговый учет и регистрация в статистическом органе. У нас есть 3 реестра, они должны быть абсолютно синхронизированы. Должны быть абсолютно идентичны. Предприятия, не состоящие на налоговом учете, осуществлять какую-либо деятельность, представлять отчетность не могут. В завершении встречи было решено подготовить предложение по разработке соответствующего проекта и приступить к его реализации в ближайшее время. Эсма Гуланзе, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Национальный банк Республики Абхазия объявляет о выпуске в обращение памятной монеты «75 лет Победы» и памятных монет «Абхазский охотник», «Убыхский князь» и его аталык из серии «Одежда и вооружение народов Кавказа». Памятная монета «75 лет Победы». Тираж 100 штук, диаметр 39 мм. Материал – серебро 925 пробы. Художник – Батал Джапуа. Аверс. В верхней центральной части на зеркальном поле расположено рельефное изображение государственного герба Республики Абхазия. Под ним надпись на абхазском языке «Апсна Абанк». Над гербом полукругом надписи, обозначающие номинал монеты 10 апсаров. В нижней части монеты обозначен год чеканки – 2020. Реверс. На реверсе монеты использован снимок армейского фоторепортера Короткова под названием «Мать», на котором изображена абхазская женщина Маруся Пачулия с фотографией сына Алексея Аршба, героически погибшего в бою в Севастополе в 1942 году. Памятная монета «Абхазский охотник». Тираж 100 штук. Размер 42 на 70 мм. Материал – серебро 925 пробы. Художник – Батал Джапуа. Аверс. На аверсе изображены абхазские воины с известной фотографией второй половины XIX века Ермакова «Абхазские депутаты». На левой стороне поля изображены солярный знак, состоящий из 11 парящих орлов. Под ним номинал 20 апсаров и дата 2020. В правой стороне поля отчеканена надпись «Апсна Абанк» и государственный герб Республики Абхазия. Реверс. На реверсе в центральном поле расположено выполненное цветной тампопечатью изображение абхазского охотника в специальной охотничьей бурке с пастушьим посохом, натруской на шее, кинжалом и кисетом на поясе. Изображение заключено в декоративную рамку с традиционным абхазским орнаментом, в верхней части которой расположены надписи «Апсуа» и «Абаза». Памятная монета «Убыхский князь» и его аталык. Тираж 100 штук. Размер 42 на 70 мм. Материал – серебро 925 пробы. Художник – Батал Джапуа. Аверс. На аверсе изображены абхазские воины с известной фотографией второй половины XIX века Ермакова «Абхазские депутаты». На левой стороне поля изображены солярный знак, состоящий из 11 парящих орлов, под ним номинал 20 апсаров и дата 2020. В правой стороне поля отчеканена надпись «Апсна Абанк» и государственный герб Республики Абхазия. Реверс. На реверсе в центральном поле расположено выполненное цветной тампопечатью изображение рисунка Гагарина «Убыхский князь» и его аталык из альбома «Костюмы Кавказа». Изображение заключено в декоративную рамку с традиционным абхазским орнаментом, в верхней части которой расположены надписи «Тохы» и «Убых». И в конце выпуска о погоде.
По сообщению Гидромедцентра, завтра на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, туман. Температура воздуха ночью плюс 12-17, днем плюс 19-24. Температура морской воды плюс 19 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.